Готовясь около 3 месяцев, в марте из Рязани, Калуги, Тулы, Владимира, Суздаля, Костромы, Ярославля и Романова россияне выступили к Москве. Шли и дворяне, и стрельцы, и казаки, и земледельцы. Жители встречали их на пути с иконами и хлебом-солью. Шли бодро, но медленно. И это имело для Москвы ужасные последствия. Бояре, исполняя волю Гасевского, уговаривали Ермогена писать Клепунову и его сподвижникам, чтобы они распустили войско и шли назад. Но патриарх отказался. 2 дня прошли мирно. Гасевский, имея только 7 тысяч воинов против 2 или 300 тысяч жителей, не хотел кровопролития. Но взаимная злоба вспыхнула. Кто начал, неизвестно. Но вероятнее ляхи, думая, что лучше выступить первыми, чем поставить себя между тайно остримыми ножами. 19 марта, во вторник Страстной недели, в час обедни, услышали в Китай-городе вопли и стук оружия. Из Кремля прискакал Гасевский и увидел кровопролитие между ляхами и россиянами. Поляки резали купцов, грабили лавки. Жители искали спасения в Белом городе и за Москвой-рекой. Но конные ляхи гнали, топтали, рубили их. Сильная битва закипела на Сретенке. Князь Дмитрий Пожарский устроил дружины, снял с башен пушки, встретил ляхов ядрами и пулями, отбил и втоптал их в Китай-город. Бились еще на Тверской, Никитской, Чертольской, на Арбате и Знаменке. Число россиян умножалось. При звуке набата старые и малые, вооруженные дрекольем и топорами, бежали в пыл битвы. Из окон и кровель разили неприятеля камнями и чурками. Ляхи отступали, москвитяне теснили неприятеля к Кремлю. Вдруг в Белом городе вспыхнул дом Михаила Салтыкова, зажженный собственной рукой хозяина-изменника. Зажгли и в других местах. Сильный ветер раздувал в тесных улицах в лицо москвитянам пламя и густой дым. Многие кинулись тушить и спасать дома. Битва ослабела, и ночь прекратила ее. Утром Гасевский отправил 2000 немцев с конным отрядом из Кремля и в Белый город, и к Москве-реке. Они зажигали в разных местах дома, монастыри, церкви и гнали народ из улицы в улицу, не столько оружием, сколько пламенем. К стенам уже пылающего деревянного города одновременно прискакала подмога и ляхам, и россиянам. От Ляпунова воевода Иван Плещеев, а от короля полковник Струс. Оба с легкими дружинами, равными в силах. Ляхи напали, и россияне обратились в бегство. Сквозь пыл и треск деревянных падающих стен поляки ворвались в город. Жители, задыхаясь от жара и дыма, осыпаемые искрами и головнями, уже не желали сражаться за пепелище. Бежали со своими семействами. Шли, вязли в снегу, смотрели на горящую Москву и вопили, думая, что с нею исчезает и Россия. Но Москва еще имела ротоборца. Князь Дмитрий Пожарский твердо стоял в облаках дыма между Сретенкой и Мясницкой в сделанном им укреплении. Бился с ляхами, не берег себя от пуль и мечей, изнемог от ран и пал на землю. Верные соратники спасли будущего спасителя России, отвезли в Лавру. До самой ночи, уже беспрепятственно губив огнем столицу, ляхи с гордостью победителей возвратились в Китай и Кремль, любоваться зрелищем, ими произведенным.